Или на языке тукая, как принято говорить в Татарстане. Ведь именно он первый произнес татарское слово во всеуслышание, рассказал всему миру о дружбе народов в большой и многонациональной республике. И уж если встречать ее гостей, то только добрым словом на родном для него языке и традиционными сладостями чак-чаком. Да, здесь я чувствую себя как дома. И сделать это может сам Тукай. Роль хозяина международного аэропорта Казань в образе поэта примерили на себя казанские актеры. Встречали гостей с танцами и под руку с главными персонажами произведений писателя. Его произведения очень душевны, искренны, и в них наполнена любовь к своей родине. Габдулла Тукай – лидер голосования во всероссийском проекте «Великие имена России». Ехали на такси и обсуждали, как называется аэропорт, вот этот. И мы пришли к такому выводу, что он никак не называется. Это же аэропорт просто Казань, да? Вот, поэтому мы очень поддерживаем, если это будет. Звучало красиво. Я вообще с Владивостока. Тукая я знаю. Площадь Тукая читал про Тукая. Поэт татарский. Филологи говорят, что поэзия Тукая призывала к свободе, была связующим звеном между поколениями и разными народами и раскрывала душу людей. Так, может быть, теперь он станет символом душевного приветствия, связи между разными городами и странами и по-прежнему останется возвышенным, как и его стихи. Но известно это станет лишь 5 декабря, когда объявят имена победителей проекта «Великие имена России». Эльмира Заляева, Ильдар Галиуддинов, Вести, Татарстан. На сегодня это все новости. Хороших выходных. До свидания.